печь палить немцы и тут англичане проживали. Коллеги вернулись сюда, там перевязки робили, операцию зробили. Вот тут приехали, голодные, посеяно ничего не было, и ели вали, его научили шпионажу. Детей вывезли, сейчас уже думали, там немцы будут все долго и их эксплуатовать, но носит решение. Было узнеслое, такие узнеслые почутки, было отражение, почалося скоро падала дорога смерти с артикулозенонами. Невиновных людей расстреливали, и треба это как Куропаты была для каждого человека в Беларуси важная, потому что вот что нагадывая, что вот для количества тысячами ходили на Куполе, на Куропаты, ходили, не было для яблоку упасть, столько людей было, все занято на Куропатах. А зараз мало, то есть хожу молиться, часто хожу молиться на Куропаты, коли Голгофы, и у той понятия один человек, вот это двое. Так и живем, як і молимся. Я еду, чему церкву игноруют Куропаты, только в церквах молятся. А это сакральное место, там мощный дух. Там треба, как люди много паломництва были, как вся Беларусь туда стекалась и молились, и перемогли вот на вот той же ресторан злочинно побудованный. Треба підтримати так само людей на варті. І треба молитися, як не побудували этого побач выставочного центра, потому что хапає выставочных центров в Менску, на что еще там это специально, навмисно хочуть, там дорога якраз смерть, по якої возили, розстрілювати. Це сакральне місце, там нельзя що побудувати, вони хочуть просто знищити пам'ять об тим, що вони наробили у 30-40-ті годи КВДшники. Поэтому треба выстава, дякую Богу, что хоть таким чином людей запрошають за проблеми Куропату. Змитер Марчук, патриот Беларуси. Так вот, мероприятие еще официально не началось. В 6 часов открытия будет, наверное, какое-то выступление. Вот мы видим, собственно, сама выставка. Выставка будет еще работать несколько дней, поэтому можете прийти. Собственно, о чем речь? Выставка фотографий Владимира Сапогова. Это фотограф, который принимал участие в демократическом движении в 80-е годы. Он запечатлел много исторических сцен, которые сейчас представляют большой интерес. Как, собственно, все начиналось. Вот видите, на фотографии с Зеноном, 88-89 год. Сейчас эти люди многие уже умерли, либо уже старые. То есть те, кто сейчас здесь выглядит на фотографиях молодыми, они уже, некоторые пришли сейчас, они уже в возрасте, это вполне такие солидные люди. Они будут выступать, наверное, мы еще увидим это. Вот, собственно, как начиналось движение демократическое, которое во многом и обеспечивало суверенитет Беларуси. Собственно, с Куропат многое началось, с Куропат еще много лет. Движение. Да, кто не помнит, я проводил вчера стрим с анонсом этого мероприятия. Адрес Уручья, это где метро Уручья, улица Ложецкая, по-моему, 16, 404 помещение. Я тут, к сожалению, не могу ничего сделать. Так что вот что есть. Такие вот фотографии. Вот так выглядели Куропаты в конце 80-х, во времена Зенона Поздняка.
Поэт написал, Беларусь свой народ дочекается. А вы, кажется, а вы это, пессимист некий. Некляев написал слово. Вот и в чате уже летует. Идешь наперед, позирай назад. Некляев написал. Былое столь забудушение источи. І калі ти яму зірнеш у вочы, убачыш так, як на галоўку кар. Наперадзе сваёй ахвяры крочы, а пойдзе адразу ўслед за ёй. О, Беларусь, айчына, што з табой? Беларусь, айчына, што з табой? Весь свой шлях, свой час, увесь свой мир. Ідеш по лісу кривавых рек, наполненных то заходом, то всходом. А там кто стоит возле ресторана сегодня? А сегодня Сивченко. Да, ботов набежало, одни боты только в чате пишут. Сякавсим Зикхай пишут. Беларусь это Россия, еще не Россия. Боты набежали, одни только боты. Ну ничего, пачка ботов из нормальной ники. Деды ворочают крыши с могилов хаты. Так упорнять не хочет под воде. Жахливо выворочают своя жизнь. Это кто-то Молись, боты. Боже, Стрим выходят, пытаются задизлайкать, но потом это все пропадает. як не надейся, ужасливо внесешь. Ужор спознал в часе человечества. Страшнее всех, какие нес годет. Конец воздерца, Делать уважаю тебе быть честным, когда ты сложен. Больше не Ну вот, народа становится больше, люди приходят на выставку. Как видим, большинство прибывших это журналисты, это люди, которые связаны с обороной Куропат, были либо когда-то, либо сейчас. Одна из немногих ситуаций, когда офлайн людей становится больше, чем в чате смотрят сейчас.
Просто ссылка нигде не запущена. Обычно предварительно всегда дается не только анонс, но и, собственно, репост, где это будет. У Ватки пригорело, конечно. Причем ватники пришли именно сами, то есть они следят, видимо, постоянно за каналом, отслеживают. Как говорится, сколько бы людей не было, уже ради того, что я увидел, ради такого пригара ватных пуканов, уже можно, как говорится, считать, что поездка состоялась. Всегда приятно видеть, что у ваты горит. Хотя у них всегда от всего горит. А вы организатор также сегодняшнего мероприятия? Организатора сьогоднішнього мероприятия в правоохоронному центрі «Станція» дослідження громадянської свідомості. Как-то шумно, давайте немного сюда поближе, а то там сильно шумно. Куда-нибудь сюда вот. Вот, да. Несколько слов просто про выставку. Это почему именно сегодня? То есть это сегодня конкретно дата какая-то? Потому что вроде было в июле, там, 30 лет статьи, там, 30 лет первой молитвы. Ну, мы не привязывались до даты, конкретно мы привязывались до года. Это 89-й год, когда у Куропаток усталявали крыш покупки. Это самый великий крыш, який бачить кожен чоловік, який заходить в Куропаты. Але не все люди ведают, коли и кто его усталявал, и на кольки массовых это было 6, и кольки людей удельничало. Теперь это навод тяжко уявить. Тому мы привязывались до года, не привязывались до даты. А осенью мы покажем людей еще в інших белорусских городах. Ближе до 29 кострища. То есть выставка будет не только здесь, она будет ездить еще, Она да? будет еще ездить. Мы попробуем ей показать еще, может быть, и в соседних районах. Поэтому все успеют посмотреть. А сегодня как бы кто-нибудь будет выступать, может быть, там, да, изучать? Сегодня мы постарались собрать тут и удельников, и людей, которые есть на фотоздымках. Тут есть и Алексей Марочкин, чоловік, який уваходив якраз у організаторів цього шествия, його можна бачити і на здимках «Вядомий мастак». Є Марчук, який виступає там от побач з Зягоном Станіславовичем. Є у удельників можливість згадати, що було у той день, і що вони казали, і порівняти це то, як це існує в їх пам'яті, і то, як це виглядає на фото, тому що многі не бачили цих фото. А как вы собрали фотографии Сапогова, где вы нашли? Говорят, что их выбросили тогда. З Сапоговим ми співпрацювали, я з ним особисто зібрала, але він був добрим таким приятелем моїм, а 2 роки він співпрацював з правоохоронним центром «Весна». У нас були добрі відносини, але коли він помер, він вже, ну, ми не ведали про це, він жив в інтернаті, він був сиротою, він виховувався в дитячому домі, він весь час був один. У його була тільки одна така, вот, одно кохання, це вот фотографія, і він весь час ходив з Ніконом зі своїм і все здимав, все, що бачу. У його є різні
У яго ёсць розныя здымкі. Ёсць, напрыклад, пахаванне Высоцкага. Ён дружыў з вядомымі расійскімі фатографамі. Мы хацелі знайсці свае фотаздымкі, з чаго пачалося. І мы думалі, што ён жывы, але сталі шукаць спагу, атрымалася, што ён памёр. Пасля мы выйшлі на яго сябра Михайла Мякіша, і ён перадаў частку архіва на адлічбу. Добро. Вот, народ все подходит. Вот, вы слышали, это была Полина Степаненко из правового центра «Весна». Она рассказала про поводу выставки. Олег Григорович, можешь сидеть так большой. А что, прогнозы Гельминенко? Можно загнуться. Голодаешь там некий вводик. Это так жарко. Здорово. Так. Вот, расставляют стулья, скоро начнется выступление. Да, привет, Артем, привет, Харькову. Так, народ собирается, все.
ты знаешь, называется я боюсь, что мы можем быть, мы никогда не можем это сломать. Ну, вот это по-моему нормально. Небольшие неудобства, но я сменил оптику на камере. Связь что-то не очень здесь. Сябры, присаживайтесь, будем начинать нашу интересу, Кареласка занимается местами. Нам придется письма дать, то есть песни дать. Ну, як поїхав? А весною ще поїхав. Кареласка занимает место. Олег, Кареласка. Геннадий, давайте, Максим.
раз 30 годов после того, як усталявали вялікія крыши пакуты, мы адчыняем выставу, якая называется «Куропатка 30 годов тому усталяванне крышаў пакуты». Сегодня в зале у нас есть и сябры арт-комітэты, якія тады склали эту мистерию, якую назвал Зянон Станиславович Возняк в своих вспоминах. И люди, которые удзельничали в акции, и которые выступали, и люди, которые есть на здымках. Они сегодня будут иметь слово, мы поговорим с ними, поговорим так само про лёс фотографа Владимира Сапогова, который зробил эти здымки, которые фактично цудом донеслись до нас. Сегодняшнюю імпрезу организовывая правоохранительный центр «Весна» и Центр расследования громадянской супольности Беларуси. А пачнем мы нашу імпрезу так само з верши Анатолия Сыса, які уже не живет. «Отпустите меня, куропаты». Андрей. Андрюс.
другая хроника куропатская, сырчатая, верши на африканцы, это ганита, ёсць магчымасць згадаць, як яно было не толькі ў 89 годзе, але і калі прыязджаў Клінтон. Отпустите меня, куропаты. Нават скулей у голове. До детей, до жены, до хаты. Як там батюшка живе, як там саду. Обрывы и сосны. Нават камень не улежит ниц. Я вернусь, таки уже лёс мой плакать жвиром с пустых вашниц. Отпустите меня до хаты. Як же так? Пропустите лбу. Я до смертухны была радым, я ж прошу себя на губу. А за рух вам покину кулю и до дома у журавы. Зайду в двор, обдыму матулю, поцелую, нібы живы. Анатоль Сыс, як і Олесь Беляцкі, удзельнічалі ў такой моладзевым таварыстве маладых літаратараў тутэйшыя. Якраз это было те люди, якія падавалі першую заявку на шэсце ў Курапат, але не 89 годзе, а 88. І гэты разгон таго шэсця, это было першы ў Савецкім Саюзе, калі было скарыстана і спецтэхніка, і гэта тое, што прагучала на ўвесь СССР на той час. І калі кажуць, што беларусам незалежнасць упала просто так, гэта не так. Яны змагацца у 80-е годы, адны з першых у СССР. І цяпер слово мае Олесь Беляцкі, цяпер старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна», а на час конца 80-х адзін з лідараў моладзевага руху супраціва, ён быў старшыня таварыства маладых літаратараў тутэйшыя. Пачалі з верша Анатолія Сыса, хіба што самы моцны мастацкі твор, верш, здаецца, кароткі, лаканічны, які прысвечаны курапатам і быў напісаны па гарачых слядах, фактычна пасля публікацыі Лі, калі з'явілася публікацыя Пазняка і Шмагалёва пра гэта месца масавых расстрэлаў. Дарэчы, тады, ў 88 годзе, улетку, у чэрвені, адбылася першая такая шэсце курапаты. Яно было арганізавана вось якраз моладзевымі суполкамі, пра якія казала Паліна. І арганізатары былі Вінцук Вішорка, якога, на жаль, ён в ад'ездзе, хацеў тут быць, але Сяржук Вітушка, старшыня Талакі, ну і Анатоль Сыс, і я. Здаецца, такая столько часу прошло 30 год. Ну и вот в червені это была нешикарность полная для латов. Тады наша покупка была фактично няким чином не заборонена. Никто не ведал, что робить. Собралась в вершиню там тысячи человек, как пошла. Вот не просто стояли на месте, вот не просто митинговали, вот такие певные акции были до этого часа, а які зробили великую проходку. Эта проходка была от района Зеленого Луга, вот до Куропата, вот это там, может быть, километров 4 здесь вот мы шли. Вот, и тады впершыню сапраўды пасля было время взять проходки, когда тема загучала, про все написали, и пошли говорить на самом высоком уровне, и одразу же было зразумело, что это место это такой мощный удар для тогочасной влады, яка базовалась на коммунистичной идеологии. Вот, а сюда приходили и бачили, что сделано этой коммунистичной владой, где были эти сотни ямов, десятки тысяч людей похованы, досюль идут спрэчки, а кольки там людей поховано. Никто докладно сказать на это не может, але то, что десятки тысяч, но это безумовно, потому что колькость в этих могилах больше за 600, это не лишь и тех, которые были разбораны, это вот газовая магистраль, какая посередине, значит, леса, она была прокладена уже после войны, фактично по могилах, по местах вот такого пакутливого забойства белорусов, и рэштки, парышки были вывезены куда-то, здесь они просто выкинуты в безыменное место.
Вось. Але у 88-го сапраўды адбыліся знакамітыя гістарычныя дзяды каля маскоўскіх могілак. Тады, дарэчы, ісці на Курапаты мы не збіраліся. Заявка была менавіта на маскоўскія могілкі. І 30 кастрычніка яны былі разагнаныя, і частка людзей, я сам уже нічога не бачыў, потому што мне затрымалі вельмі хутка, мы там тузаліся каля Зенона Пазняка, там, значит, спрабавалі неяк яго адбіць, і мяне, значит, закінулі ў машынку і павезлі. Адным словом, а я быў як заяўнік этой акцыі. Мне здавалася, што ўсё, канец света. Акцыі не будзе, нічога не будзе, людзей б'юць, хапаюць, і арганізатараў няма, і ўсё. Насамрэч адбылося не так, адбылася самаарганізацыя, і частка людзей пайшла на такую гару бліжэйшую, дзе фактычна быў праведзены гэты мітынг, а яшчэ адна частка пайшла ў Курапаты. Это было чарговы ўжо такі вядомы як бы шлях, і там быў праведзены такі спантанны мітынг у 88 годзе. І гэтая падзея надала вельмі моцны штуршок дэмакратычнаму руху на той час у Беларусі, таму што і створаная праваабарончая першая арганізацыя мартыралог Беларусі, і арганізацыйны камітэт Беларускага народнага фронта. Я тады фактычна сядзеў у сакратарыяце БНФ на фронзе 5 доме пісьменніка, і дзесяткі людзей прыходзілі, рэгістравалі свае суполкі па месцу працы, па месцу жыхарства. Людзі прыязджалі з Беларусі. Да сотні груп было зарэгістравана за бліжэйшыя месяцы. Вось. І правесці дэмакратычныя вось. Ну, а ў 89-м годзе, вось, калі было ўжо падрыхтавана БНФ, это ўжо рыхтаваў, значит, Комитет Белорусского народного фронта эту акцию, то ситуация поменялась на год таким чином, что я вот сгадываю гэтые дзяды 89-го года, 30 годов тому, я не мог поверить своим очам. Потому что в 87-м мы еще были в подполье, мы еще друковали это подполье и раскидывали их, как нас, не дай бог, там КДБ не бачило, бегали по подъездам. И эта группа была там, ну, 20 человек. 88 фронт организовался, сотни людей долечились. 89-й это уже было могутный рух, в который вошли тысячи человек, и в таких акциях брали удел десятки тысяч человек. И это было просто как на старте, вот самолет летит, вот ты еще на земле, а ты уже в поветре. И коли несли в этой крыш, и коли люди менялись, десятки людей это менялись, коли этого крыжа, и он был тяжкий, сапраўды, там, ну, як бы важил, и его треба было нести несколько километров. И это была зверистая такая стяга, по якой тогда шли, довольно узкая, тысячи людей, которые растягнулись там на, может, на 2-3 километра. Со стягами, с плакатами. И это уже было, как бы, легально. Было зразумело, что приходил конец этому Советскому Союзу, и что приходил конец этой владе, но еще было не зразумело, как это могло протягнуться, хутка, и как это все пойдет. Тому эта акция, это была уже такая певная, ну, легальная перемога демократичных сил, фактично 30 годов тому. Ну и усталяваны крыж, вось ён ёсць на здымку, тут ён ёсць, і в фільме яго паказвалі, ён стаіць дасюль. Вось у нас ёсць здымак самы апошні гэтага крыжа, у якім ён сёння выглядзе. Ён быў таксама пэўным сімвалам, ну, ведаеце, такой, ну, пэўнай маральнай перамогі, скажем, і памяці пра тых людзей, якія былі там лежалі, значит, безвінна расстраляныя, и памяти над теми людьми, которые сделали вот это злочинство, над тем периодом злочинным. Но мы ведаем, что супрацьстояние это протягивается, и наша выстава, она нешакана атрымала такие сучасный протяг, потому что то, что отбывалось этой весною, а мы уже думали, мели гэтыя негатывы еще в минулым годзе, и планавалі эту выставу, не ведаючи, что будет этой весною, и калі зноў адбыліся гэтыя крыжапад гэты, то это было як, ну, в страшным сне, потому что за апошнія 25 гадоў все ж таки як там не было таких выпадков, как неким чином валили крыжи, причем влада валила гэта официально. Ночью бывало, что сносили, там прибирали по тых ці іншых причинах, мы ведаем эти выпадки, памятаем, калі ушановываліся некие месцы, якія не падабаліся ўладам, гэтыя крыжи знікалі кудысь, или как так вось официально машинами, ну это
вядома, актуалізавала саму праблему курапатаў. І, канешне ж, гэта 30гадовая выстава нагадвае пра тое, што мы не павінны давесці да таго, каб курапаты сталі звычайнымі могілкамі. Гэта не звычайнае месца. Это месца сакральнае на сённяшні дзень і месца, якое хто б не быў ля ўладзе, ніхто не жыў бы на этой зямлі. Ну, і забыць цяжка, і пераскочыць немагчыма. І, канешне, вось тое, што адбываецца в апошнія месяцы, ну, я думаю, што яшчэ раз нагадвае, наколькі для нас, для ўсіх беларусаў, гэта месца для часткі з іх з'яўляецца тым, што яны хацелі бы сцерці, каб там нічога не было, ну, а для той часткі, якая вось тут прысутнічае, ну, святым месцам. Так што дзякуй вялікі. Калі мы глядзім на фотаздымку Владимира Сапогова з усталявання крыжа пакуты 89-го года, мы бачым, што шмат з іх проста падобныя на карціны. Як так магло атрымацца? Чаму гэта шэсце было не толькі такім масавым, але прыгожым? Справа ў тым, што тады быў створаны аргкамітэт, у якім было шмат беларускіх мастакоў. І сярод нас ёсць Алексей Марачкін, які быў чалавекам, які прадумваў у тым ліку, каб гэта ўсё было па-мастацку зроблена. Алексей Марачкін, калі ласка. І гэта яшчэ адзін чалавек, які ёсць на здымках, на які усталёўвае крыж пакуты. Раскажыце, калі ласка, як гэта было? Добрый день, государство. Конечно, я и всем удачен, что может инициативу вот эти миллиарды, все сделали такую фотовыставу. Конечно, глядишь на это, да, как-то и с такой самотностью, что были часы такие, когда Олег Беляцкий вспоминал 88 год, это первые деды, которые прозвучали на месте Советский Союз. Я был тогда активным удзельником и памятаю, як хапали, и коли порівняти, як сьогодні, чисто візуально, от як сьогодні, так сказати, хапають нас там з дручками, як тоді нас сягали у машини, то тоді по твару, які казаки, там, якути, то есть армия была Советского Союза, там разные люди, и они виконували загад. Я пам'ятаю, скопили там много людей, меня и Игоря, тогда еще подлетка, вот, и моя жонка Ирина Сергеевна светлой памяти, вот, и она сама туда говорила, что я так само разом с ним буду. И такая вот соправды, вот, тут было сказано уже, некоторые моменты у Беларуси на угол проходили у Кишиню, у тогдашнем Советском Союзе. 89 года, 89 год Куропаты, а помню, 86 год проезжал на весь Советский Союз. Это коли бывшие афганцы сбивали молодь. Школы и интернаты Миахревши. Когда мы собрались на выставу одного дня на узбережье Свислочей, и это фотоздымки были, тогда и корреспонденты писали, это, конечно, был шок в тогдашнем Советском Союзе, что так можно было нападать на детей, на мостаков. Вот. Поэтому такие вот некие воспоминания. Но что дотычись вот крыжа Пакуту, я памятаю, его ходил тогда и Микола Кубава, я там, и Федор Ладучка, и кто-то из мостаков, которые после вошли в творческую полку погоню. Як-то ідея була Зенона Кузьміка, на визначеному місці, де встановлювався кріж Пакутов. Ось ми заказали тайникам, ніхто не ведав, особливо, це за кольцевою дорогою, там хлопці з дерева такого толстого, вот, и мы в своей майстерне робили этот крыж. По моему эскизу. Эскиз заховывается в моей майстерне. Мы его показываем в Палаце мистецтва. И вот это вот, ну, якби моя задумка была. Крыж, ну, крыж, какая крыж, это, как кажуть, ему 1000 годов. Вот. А вот этой, якби,
вянок гэты, вот, с колючая дрота, як ним. Вот. Это так бы моя придумка, и что миллиметр колючий дрот, что-то такое. Эту идею ухвалил Зенон, и мы устаревали этой крыш покуту. Вот. Эту задумку с этим черновым венцом с колючим дротом після використовували в Беларуси многие, так ставили крыши. Вот, это что дотычить вот того часу. Конечно, гляжу на это фотоздымки. Шмат кого нема, отошли на небо. Кормили и нашими молитвами. Поэтому, конечно, это сказать, я реализую разом вот с вами. Но нарисовано шмат графичных малюнков в этом году, присвяченном крыжалому. Это графичное. Я тут как раз бы разместил эту выставку. Я думаю, мы это сделаем. Вот, вот тогда, а сегодня, конечно, то, что вот организаторы сделали такие нам подарунок по вспоминам, потому что для меня особисто, я ну, Куропатий для кожного з нас, для мене особливо як мастака, як творця, Куропатий увійшли в моє життя. Маті Божа Куропатська я створив, знову ж таки, Зенон Позняк його натхнив. Я капличку эту зробив, побач з цим крижем покуту. От мені, так сказати, кожен з нас. А кольки Івана Крижов, християнской партии. Кольки, так сказать, шкода, что я тут не бачу, вот, а я, ну что ж, вот, я только пожелаю одно, что Куропатый — это наш сакральный символ, и покуль мы есть, а в Беларуси, как кажут, навешаны, то мы будем памятать, покуль мы живые, мы будем памятать это место. Это место нас ну, для кожного это святое место. Вот. И мне приятно, что я вам хочу сказать, я уже стала по взрослым, что тут и молодость долучается, вот усмехается, Ларион Трусов, да, как таких по полю было, вот, будучи на фотоздымку Владимира Сапогова вы бачите, что шестеро это вельмі шматлюдная. Каля 60 человек несла крыш покуты. И коли вот меняющиеся, так, сейчас меняющиеся несли крыш покуты. И коли год назад приблизно мы стали выставлять эти фотоздымки в социальные сетки, там возникли спречки относно одного с людей, кто несе крыш. Я особисто завсюду ведала, что это Валерий Алексеевич Шубин, правооборонца, політв'язень, вельми активний чоловік. Але частка із користальників соціальних сеток виказала сумнів тим, що комуніст мог нести криш на Куропатый. Сегодня Валерий Алексеевич с нами, и он готов поделиться вспоминами. Фильм. 30 лет назад я был, скажем, относительно молодой, мне еще 50 формально не было. Сейчас я уже, конечно, постарел, уже не тот. Вот. Но в то время, даже не будучи депутатом, я активно занимался общественной деятельностью. Могут политически несколько лет назад, но общественно я занимался. Кстати, в 13-м созыве я был единственный рабочий. Ну, все знают, что офицер, но тем не менее я был там. В 12-м был единственный рабочий Антончик. В этом есть что-то, что когда там все начальники, то они думают несколько иначе, чем думают люди, которые работают. К слову тому, что я интересовался. Я был участвовал не делегатом, а просто присутствовал на первом съезде БНФ
Вильнюсе. Потому что я и тогда уже, ну, интересовался. И когда я узнал вот то, что делается в Куропатах, ну, я формально атеист, конечно, да, но тем не менее, как человек, крещенный в православной церкви, мы действительно несли, менялись, потому что долго нести тяжело было, менялись все, в том числе и я нес. Ну так, мне потом, конечно, было немало претензий со стороны партии, но тем не менее, я все делал так, как я считаю. Если я прав, считаю, что прав, я так делал. Когда я увидел Куропаток, и того там не было, я впервые туда пришел именно с этим крестом. И я был очень шокирован, и это повлияло на мои дальнейшие действия. Ну, в 89 году меня еще не арестовывали, меня стало хватать лет через 10, где-то не 9, я не знаю. Вот. И, кстати, кто смотрит на фотографию, видит меня совершенно с другой бородой. Там она была как почти у Льва Толстого. Бороду мне сбрили силой, когда меня посадили в Жодино. Кстати, туда доставали меня специально, потому что Володарка отказалась брить мне бороду, и меня туда отправили, но и там тоже, извините, это была целая процедура. Мне насильно брили бороду, но и с тех пор я немножко меньше носил. Когда на фотографии, видите, может, поэтому многие там сомневались, там одна борода, а здесь вы видите совершенно другую. И, ну, это было тогда, а теперь вот этот дикостью и варварством нынешних властей, или, как я их называю, правящий режим, ну, не выдерживает, ну, даже, не знаю, даже как вообще с ними разговаривать. Но как можно еще убирать, ломать, уничтожать кресты? Ну, это противоречит всему понятию, каким это может быть, и вот даже для меня атеист, это дело все неприемлемо. Есть же народные традиции, есть, которые надо соблюдать и которые требуют соблюдать. Ну, я думаю, что когда нынешний режим падет, хотелось бы дожить до этого, я надеюсь, я доживу, мы все это дело восстановим и действительно сделаем там комплекс нормально. Не то, что разрешили, скажем, масса 38, а то, что мы и художники, которые национально сведомы, забыл, как по-русски сказать, национально ориентированные, да, вот, сделали. Вот так. Спасибо. Ведаеце, фотоархівам Владимира Сапагова мы уже працуем с 2015 года, и когда выставляем гэтыя фотоздымки в интернет, каб люди познавали себе, альбо познавали людей, якія там ёсць, заўсёды ўзнікае такі страшный комментарий. Боже, где гэтыя люди цяпер? І куды падзеліся гэтыя люди? Якія шчырыя, прыгожыя твары, дзе ж яны цяпер? На этих фотоздымках вы можете бачить молодого человека, который выступает с повязкой на твари, каля Зянона Станиславовича Базняка, это Дмитрий Марчук, и сегодня он у нас в зале. 30 годов пасля. 30 годов пасля, можно поравнать такие человеки. С Митей. Расскажите, калі ласка, який був гэты день для вас? Вітаю вас. Як сказав Шукін, що йому тоді 50 було, а мені якраз зараз 50 стало. Тоді мені 20 було. І це були самі щасливі моменти життя, самі щасливі годи, дні, години, хвилини. Мы летали, окрыленные
перабудовай, накрылены духовным адраджэннем нашай культуры, мовы. В школе, ясно, нас вучылі, што калгасная мова, мы прывучалі яе не любіць. А тут я пайшоў якраз у мяне на заводзе Кастурбургском бюро, я працаваў інжынерам на заводзе аўтаматычных рысаў, можа ведаеце, на Козлова. І тады моя маркавец Станіслава працавала вядучым інжынерам-канструктарам, і яна мяне запрасіла, кажа: ой, на дзяды такое ёсць свята. Я далёкі да этого быў. Кажу: ідзі на маскоўскія могілкі ездзі. Я паехаў 88-м на могілкі маскоўскія і адразу тады, так сказаць, крышэнне атрымаў. І паглядзеў, там чаромухай труцілі, газ такі нервова-паралітычны, і дубінамі дубасілі. Я падумаў, гэта ж маіх братоў дубасіць, і далучыўся. Тады вось да Талакі далучыўся, ездзілі па раскопах і па Беларусі. І ўжо, сапраўды, вот я казаў, так што тады на фрунзе, я ж тады рэгістраваў групу падтрымкі. Гена Быкаў я назначаю пасля незалежны прафсаюз. Я над ім начальником быў партыйным, народна-фронтаўскім. І улёткі сапраўды развешивалі па заводу улёткі, і старшыня парткамітэта партійны босс хадзіў зрываў, я на момент клеіў, ён ногці драў. Такая вайна была. І наш завод ставы адзін з першых пастаноў, калі памятаеце, калі спынілі трамваі на Козлова-Бродскай, і ж суседні завод электратэхнічны. Мы тады спылі трамваі і пашлі забастовкі ад нас, пасля толькі трактарны, і тады МАЗ падняўся. І тады мяне папрасілі з заводаў зволіцца, тому што там была моцная партійная бандея, так назвали, памятаеце такое слово, супраць дэмакратыі. І калі на Куропатах тады адбываўся мітынг, дзяды, здаецца, і Зянон Станіславович мне, маладому, даў слова. І ведаеце, сумна, я не ведаў такіх маштабаў, я яшчэ тады не разумеў тых маштабаў геноциду народу. Як зараз я пачытаў, з 1917 года по 1957 110 мільёнаў знішчылі камуністы. Маёй маці гадавалася без бацькі, 6 дзяцей, браці і сёстраў, і мама яна іх ставіла Галя, калі вы ведаеце, адкуль Гелеш, і гэта вёска, і яна адна гадавала дзяцей. Я гэтаму ж тады і казаў, што мой дзед быў, я лічу, рэпрэсаваны. Маці казала, што ён павесіўся, таму што яны былі ўсёй сям'ёй вывезены, калі дзяліла тада пасля вайны, у 41-м дзялілі, Гітлер са Сталіном дзялілі Еўропу, Беларусь, і былі вывезены ўсёй сям'ёй у канцлагер Фарледар пад Гамбургом. Не кормили, бегали по помойках, лазили детки. Моя мама пробила ногу, и загангрена пачалася. А их уже выстроили батьков у печь полить, и тут англичане уратовали. Англичане операцию зарабили, а сюда приехали, тут если не было чего. Вот приехали у осени сюда и ели, шукали у земли цубики, это так называемая мерзлая бульбочка. Вот это было великое свято, а так траву ели. И тягали моего деда у НКВД, обвинувачивали у шпионаже немецким. И он, так бы мовить, повесился. Но когда начали ломать крыжи, раз 30 годов, я додумался, что его хутчэй всего повесили.
И он сам его повесил. Потому что легко привозили на Куропаты, стреляли, и только задним числом оформляли судовую постанову. Люди, как Зенон сказал в фильме своем про раскопки, что бутерброд не пускали, проезжали, забирали, стреляли по разнарядце. 100 человек на день прикладно вот так стреляли. А когда судья мог 100 человек насобирать, то судью стреляли. И это такая жудасная машина была, что один ход стреляли одни, а после наступные НКВДшники стреляли этих НКВДшников. И такую мясорубку потрапили. Это жахливо. И вот эта бесовщина, вот эта вот коммунистичная, 17 года, яка почалася, этой репрессии, и она и зараз, вот, когда крыжи пошли вырывать, это ясно, что бесовщина. Нормальные люди не будут вырывать крыжи. И вот с этих часов, як с 4 красовика этого года, я стараюся як мага частей быць на Куропатах, на Малінах, каля Голгофы, а 7 гадзіны вас запрашаюць туды. Приходится, потому что одно справа в церквах молиться, а другое справа показать владам, что нам дорогое это место. Мы молимся там, как не началась война, а 7 гадзіны сели московские, как были вызволены все краины, все республики были от атеизма, что этот идол атеизма был разбурный, кремлевский атеизм так само. И молимся, как Куропаты, не резали древу, там хочет парк зробить от подшинку лукашисты. Вот это сакральное место, наше святое место, треба его боронить. Зенон запрашает боронить это место. Як боронить? Только у нас силы невеликие, только с Божьей допомоги. Панелов Господь поставил вокруг Куропатов, как не будовали, как убрались эти с бульбажора, убрались эти зайдесы, эти бизнесовцы, горе-бизнесовцы, яких нема сумління, как они отдали под музей коммунистичного террору эти свои будинки. Или уже так шкода, хотя он каже, треба разбурать, потому что они залезли злочинным чином, порушивши закон, залезли на эту мемориальную зону. И они, я лишу, обрабовали и наш народ, и обрабовали этих несчастных, які там застрелены, потому что они залезли на мемориальную зону шляхом злочинным. И так само хочуть еще побудовать это выставочный центр. Это так само лишу, это злочинство, потому что это посягает на святыню, на память, на мемориал, это на наше святое место, потому что с этого места началось новое отражение от этого артикула Куропаты дорога смерти. И вот я вас запрошаю, як будет махчимость, жадание, как было. Нават бывает не хочется, а едешь на Куропаты и молишься, потому что это очень важно. Потому что только с молитвой, только с допомогой Бога можно нечто сделать. Аминь. 30 годов тому на Куропатах и раз 30 годов, потому что змагання за правду про Куропаты протягиваются уже больше за 30 годов. И еще один удельников тих подеев, это Геннадий Кожемякин, это один з тих людей, який нес криш Покути і якраз таки донес його практично до той концовки, де його усталювали, правда? Чим вам задумався до тих день? Добрый вечер. Я расскажу больше подробнее про это, як памятаю. Ну, первый раз я на митинг не трапил в 88 году. Тогда его разогнали, каля усходних могил. Я вот памятаю некоторые подробности, как это робилось. Мне еще не было ведомо про то, что плануется по ходу Куропаты, и не было связано с организаторами. А в 89 году я уже был связан с Минским клубом «Колока», такие, так сказать, культурный, историчный клуб, такие, яким керовался Летушка, якого, на жаль, уже нема в живых. Я з ним познайомився в 89 году, познайомився з цим клубом, і вже недесь спочатку в осені вони збиралися у Пушкінській бібліотеці, у актовій залі, з дозволу директора. І потім стало мені відомо, що робиться така акція знову збору в Куропатах, що буде встановлення крижа Покутов. 30 костричня 89 года уже полновато такий митинг. Шмат хто там брав удел, но я туди прийшов раніше, принесли криш, і потім уже в конце, вот я вот в конце, коли я бачу, що його підносять, я пішов на зустріч, допомагав йому вже піднести цей криш і допомагав його зняти. Тут на фотографіях вот другий вертикальний ряд. Зліва
разделю вертикальный ряд, и тут сверху такая фотография, там взирающая в бок. В этой фотографии там шесть, которые тут лепш бачка. Но я когда шукал эту фотографию, этой здымки хотелось, вот другим здымок сверху. В другим разе. Ну, я шукал праз интернет, набирал Куропаты, 89, там дяды, врешті знайшов, потом на Facebook выставили это здымки. Я думаю, что их больше повинно быть. Владимир Сапогов, свідомо помер, и эти негативы выкинули на помойку, и его сябр подобрал этой фотографии, просто неким судом яны оценили. И я ведаю, что нашмат больше будет этих фотографий, наколькі я памятаю, нават відео робилось. И нават у 88-м году памятаю, что когда у сходних могилок хлопец некий залез наверх на браму, и сверху так снимал на видео. Милициант, офицер кричал в мегафон, что митинг заборонен, это еще в 88-м, и что треба разъясниться. Я говорю во время советской влады, там некий гул был такой, где вы ее видели, что там такое было, вот это ты. А в 89-м году все цивилизовано. Был вот Ян Матусевич, я памятаю, был православный святар Алексей Шенкевич, тут есть на фотосдымку, Ян Кабриль, по-моему, наколькі я памятаю, выступал. Ян Кабриль есть, а Шенкевич зараз архимандрит, он, значит, в одном из монастырей. Он служил в Жодине, его там навод нек побили, он летний при смерти был. Ну, это особенная история такая, летний забили святара Алексея Шенкевича Жодинского. Ну, тогда он активно брал удел в таких импрессах, приходил навод на Толоку, выступал на Толоце, распаўсюдживал Новый Завет, продавал его там. Вот, и памятаю освящение этого крыжа, выступала женщина Светка, их владела пожилая женщина такая, рассказывала, как расстреливали, она еще была маленькая девчонка, и она туда пролезли, и говорили, что вот руки такие были расстрелов, как горох на пательне пражется, вот мне это запомнилось, такое было. Ну, выступал, я думаю, Зенон Поздняк, памятаю, как Дмитрий Марчук выступал, Шматко выступали, я думаю, там Майя Кляшторная, по-моему, мартиролог Беларуси организация, там она брала удел, дочка ведомого поэта Тодора Кляшторна, який був розстріляний у 1937 году. А до речі, це символічно. 29-го кастричника основні розстріли відбулися, а тут 30-го кастричника діли. Ось це як символічні дні, такі 30-го, 31-го кастричника, які збиралися. Не один раз там збиралися, максимум, що некие вже споміни блудяться. Я не пам'ятаю, коли ці не тоді було, що принесли череп такий, які доставали оттуда з могилу у часі розкопок. Його стали закопувати назад, там уже, як пішли в ліс. Стрел був зроблений у потилицю, а одно око так, вочницу одну моцно вырвало, и она большая была. И некто женщин сказал, какая жестокость. Вот. Ну, вот такие подобные моменты памятуются. И поставляли в эту крышу, так я его сдымал. Ну, конечно, вельми шкода, что уже пройшло столько часу, некоторых материалов, махчима, они не заховались, неведомо, ці есть відеоматеріали, про это не йде говорка. Конечно, когда у кого є фотографії, треба зробити все, щоб вони були заховані, їх треба передавати у архіви, не бояться, розмножати, тому що ось таким чином, як ці здимки були на помийку викинуті, це просто сумно від цього становиться, що, я надіюсь, не пропали. Вот. Треба шукати архівні матеріали, робити більше такі архівні, як більш крупними у цій вчині. Так само, не тільки дбати про те, як крижі заховати, це так само зновиться з тягом часу. Нічого страшного. Казав Зенон Поздняк, все узноємо потім. Ну, він говорив з іншої нагоди про помники архітектури, що все зруйнуємо, все узноємо. Так і тут буде. Прийде час, коли воно все це узновиться. До речі, що тичиться назви Куропати, я читал книги по этой проблеме. Есть несколько книг, и то, что писал Зенон Поздняк, и там Тарнавский был один из авторов книги, Куропаты следствие продолжается. Выступали, там писали сведки про это, говорили. Назывался спочатку Брод, лесный массив Брод. Говорили, что Куропаты были сбоку, и этот лес был высечен еще до войны. И тогда разные там фальсификаторы справляли сфальсификовать. Один раз, по-моему, 96-й год, тогда прокурор Олег Бажилко доручил по запитанию. 98-й? Не, я памятаю, что я просовал в газете «Наше слово». Я просовал, до 97-го года просовал. Я еще писал подпись до сдымку. 96-й, по-моему. И тогда они расследовали по новой. И были фотоснимки такие.
Там испоганили куропаты, побили лавку, что Клинтон усталявал. Вот, и говорили, что вот расстрелы проводились в часе войны под назвой Куропаты Юден. Там было, чи могло такое быть назва, такая Куропаты Юден, что это за назва? Тем более, что называлось Броды. А после войны потом уже поступово была нашеплена назва Куропаты. Ці правильно это, до речі, було. Ну, вот так усталявалась эта назва, вот она стала такой каноничной. Тому, конечно, это их лучшая бедобочная, откуда эти речи взялись замежные родом, это был 1939 год. Так само там наибольше массово начали расстреливать. Ранее расстреливали на территории парка Челюскинцев. В 90-е туды проводили такий ход, где усталявали коня Міністерства внутрішніх справ такую шильду унизе. Отсюда з будинку Куропатов, будинку НКВД починався попутний шлях у Куропати. Вічна пам'ять ахвярам большевистських журналів. Тема нашої наступної вистави. Сапогов здимав так само і 90-х років. Розстріли робилися шмат які з 39-го года там, і шмат було громадян у Заходній Білорусі. Тому там шмат було таких заміжних речей. У мене там писали, откуда же взялися платиновые коронки, яких не было в Советском Союзе. А откуда взялись с вересня 1939 года? Это ведомо. Вот. Ну, конечно, треба робить все, как отстоять этот лес, как его далее не поганили. Вот, максимум некие варты это протягивать. Вот, ну, будем сподіватися, что все будет добре с тягом часу. Жамякін закранув якраз таки льос архіва Сапогова і льос Гоголя архіву. У нас є Сергій Чирик, який здимав відео тих часов, ще літописець тої епохи. Це правда, для Сапогова фотографування було сенсом життя, він був вельми самотний чоловік. Прожив все життя сиротою, і коли він помер від інсульта, то, на щастя, не негативи, а тільки оригінали здимків були викинуті адміністрацією інтернату на помойку. А негативні сябри заховали, і дякуючи гэтым, ми можемо зараз адлічбовувати фотоздимки і робити такі вистави. До речі, так само у нас є і дяди 90-го года усталявання крижа у парку Чалюскінців, і каплиця каля КДБ. Я думаю, що це наш наступний клопот такі. А ще у нас у залі присутнічає лінцей Смайко, це так само удельник тих подій. Класно. Шановні, я вот упираюсь этой фотоздымки. Хотел бы сказать, слово, у меня есть книга такая, Зоськи Верес, называется «Я все помню». И менавіта вот я гляжу, я вертаюсь в те часи, 30 годов минуло, а я живу тим часом ще, в яким сенсі. Ну, а починалося це на початку 88-го року, ще перед Куропатами, перед усім. Такий час був, як на Твердвійську такий. Здавалося, от повинно нечто було вибухнути таке. В повітрі нечто таке от було. Час змін таких вирішальних. Ну і початок я вважаю свого льосу такого націоналістичного, національного. Це Куропата 88-го року. Так сталося, що я трохи спізнився на подію. І був з'явився там пізніше. Але я бачу такий сполох, бачу, може, такий страх, невідомість серед людей. Вперше в житті, що вони стикнулися з такою ситуацією. Такого ніколи такого не було в житті. В нашій Білорусі, як збивали, трусили газом, не кидали в ці воронки, причому таким масовим ганебним чином. Ну, і, напевно, відворотно некий мало эффект эта подія. Наоборот, люди заместо того, как поховатися и протягиваться в життя в таким вот законсервованном стане, наоборот, почали злучаться. Это подштовхнуло нас до деяния, до рашучого деяния. Вот после этой події я нарешті пошел у Толоку, удельником Толоки. В тем же 89-м году так само был забраний, може, на першиню посторонок. Была такая подія массовая. Пушкин проводил в 89 году. И вот 89-й год это вот такое первое массовое шествие, может, вольное такое. Вот такого страха уже не было тогда. Мы отчували перспективу, мы бачили уже просвіт.
Я вельмі радуюся, что такие творятся такие подеи. Перадвызначыла все жыццё не только моего поколения. Ну, гэтыя падзеі прывялі мяне до Бога, до касцёла. Гэты крыж пакуты. Ну, дзякую Богу за то, что так сталося в нашем жыцці. В Куропатах затрымлівалі 30 гадоў таму, працягваюць затрымліваць цяпер. У нас сегодня в зале есть Ольга Миколаевичек, творчий человек, режиссерка, активистка. И ей как раз таки не так давно в этом лесе страшном затрымали люди в цивильном. И она скажет про то, что отбывается теперь. Вот не было ее, ці была в 30 годов. 30 годов тому, вітаю господарство, шановне, 30 годов тому мені не було на этой події, хоч мені 50 зараз. Не одна в этой зале, кого затримовують сьогодні. І Ніна Багінська, і Максим Вінярський, Максим Урбанович, Денис Урбанович, Іларіон, 16-годовий хлопець. Шмат ще тут людей. Пакуль гэтая ўлада не сыдзе, пакуль мы гэту ўладу не выкінем з краіны, Куропаты будуць пад пагрозай, и оборонцев будут затрымливать. На жаль, великий жаль. У 17 году мы на счастье отстояли ту пляцовку, где будовали центр. А на жаль, в этот раз от крыжавому Галгофу у нас не атрымалася выратаваць, потому что не все здольные, улада моцная, не все здольные на змагання. У сённяшніх варунках, калі ты страчваеш здароўе, волю, працу, самую галоўную працу, чалавек губляецца з сям'ёй. Пераслед, рэпрэсіі працягваюцца. Сёння для ўлады Куропаты страшная небяспека, таму што Куропаты гэта маральны код нашай нацыі і маральны падзел. Это моральная интеллигенция на покаяние. И тому неосталинская влада сённяшняя спадкаемница той влады, якая новыми методами расправляется с народом белорусским, узурпаваўшы владу, яна вельмі боится Куропатаў. Вельмі, мы это бачым по крыжавому, як нас адразу ўсіх пахапалі, падкідалі, мяне хавалі 3 дні, і на суде 10 человек везли на цивильной машине с Окрестина, на машине ремонтной работы, привезли на суд, и на суде 10 человек глядели, как ніводного ни журналиста, никого не было, меня так, я такая страшная для влады, так? Вот. И вот гэтае фото Сапагова для меня уникальная рэч. Яны ў мяне ўвайшлі у мой фільм, які я здымала, я голас Куропатаў, і які таксама гэты фільм, гэта звароты сучасных беларусаў сённяшніх, много з іх Махом Жымкоў сышоў, Віка Ткачук сышла, молодая наша девочка. Гэты фільм забаранілі на Ютубе, снялі з Ютуба, ён толькі ёсць, ну, у мяне у сяброў копіі раскіданыя. И там фото Сапагова таксама праходзіць в этом фильме, уникальные фотографии, фотоздымки. Дякую вялікі за гэтую выставу, дякуй. И крыж пакутаў, я да яго не могу падысці ніколі без молитвы, без унутранага некага такога внутренней сувязі, мяне і Бога, мяне і майго народа, разумееце. И для меня крыж пакутаў на Куропатах, христианский крыж у христианской краине, символ этого морального кода нации, символ вызволения наших, разумеете. И мы все ж таки пройдем гэтым шляхом до вызволения. Хоча ўлада гэтага, ці не хоча, мы все равно пераможем, потому что это наше наканаванне. Жыве Беларусь! Жыве! Летом 1988 года, мне было 20 годов, и я працавала разом з Зеноном Позняком у археалагічнай экспедыцыі у Лоску.
И по дороге в Лос, куда меня вез Зенон Станиславович, мы заехали у Куропаты, где отбывалась первая эксгумация. Тогда там працевала и прокуратура, и это был еще Советский Союз. И працевали археологи Микола Кривальцевич. И я бачила этой ямы, откуда доставали телы расстреляных людей. Это были вельми высокие ямы, такие, вот, может быть, от подлоги до столи, может быть, меньше. Мне запомнилось, что в одной яме караскалась мышь, и я хотела ее негде помогчи. Она ползла по стене и обрывалась. И я ее спробовала протягнуть некую галинку, але ну, ничего не отрывалось. Яма была вельми глубокая, и это была только одна из ям. Парочки людей с частками одения, и там это были парочки людей, не такие давние, можно было отрознить, где мужчина, где женщина. Их выносили, там працевали войсковцы, и это все складали в такие невеликие детячие труны. Стояли грузовики на дороге, и после это все отвозили для доследовать как улики злочинства лёс гэтых парышкаў невядомы дагэтуль. І в минулым годзе, в 18-м, Павел Васильевич Сапелка, это вядомы адвокат в минулым, а теперь правооборонца, потому что он не смог быть адвокатом после 2010 года, написал запит в прокуратуру. И зараз Павел Васильевич расскажет, что с этого вышло и что им хотел доведаться раз 30 годов. Добрый день. Ну, рассказывать, собственно говоря, очень мало чего. Вышла очень интересная ситуация, когда прокуратура, тот самый редкий случай, когда она вообще просто никак не отреагировала на этот запрос, она оставила его, как будто его нет. И мы действительно на сегодняшний день не знаем, где те, кто был когда-то похоронен, пускай даже в таких условиях в Куропатах. И, ну, как говорят, война заканчивается тогда, когда похоронен последний солдат. Но это, наверное, имеет отношение и имеет смысл и в ситуации с Куропатами, потому что Куропаты, как говорила Олеся, они стали таким вызовом для властей 30 лет назад, но они продолжают быть вызовом для властей и сейчас. И Куропаты — это то место, где постоянно сталкиваются интересы власти, интересы гражданского общества, и они там пробуют друг друга на силу, на решимость, на, так сказать, готовность сохранять старое или переходить к чему-то новому. И сейчас Куропаты — это то место, которое для властей, наверное, именно то знаковое место, с которого они могли бы дать четкий знак к тому, к чему идет наше государство. То ли мы сохраняем вот это вот свое сознание там, на уровне 90, 30, 50 лет назад, или мы идем куда-то вперед и называем виноватых в том, что произошло в Куропатах перед войной, или мы продолжаем, мы это государство, или продолжаем их покрывать. Да, действительно, можно спорить о том, как там благоустроить это место, какой памятник там поставить. Возможно, у этих обстоятельств есть там и одни взгляды, и есть на эти обстоятельства и одни, и другие взгляды, но одно четко и понятно мне ясно, что в первую очередь государство должно ответить на вопрос, кто виноват, по мнению государства, не нашему мнению общественности, а по мнению государства, и приложить все усилия к тому, чтобы назвать тех людей, те там десятки похороненных в максимальной степени по имени. И я считаю, что эта возможность у государства есть, и тогда
когда государство эту возможность использует, когда оно откроет архивы, когда оно назовет погибших поименно, когда оно перестанет воевать место в максимально нетронутом состоянии, это будет уже означать какой-то поворот во внутренней политике, вообще в отношении со своим народом, собственным народом. Потому что я прекрасно помню, как куропаты вспыхивали. Вот мы сейчас говорим про 89-й год, потом были 90-е годы, когда там производились раскопки, потом был 2006, по-моему, год, когда кольцевая дорога готова была зайти на эти куропаты, и тогда люди выходили и заявляли о своих взглядах, о своей памяти и о своей решимости выступить в защиту куропатов. Ну и прошло еще 10 лет, и снова общественность была вынуждена вставать на защиту куропатов. Ну, надеюсь, что когда-то это закончится, и закончится это тем, как мы это хотели бы видеть, и как мы этого ждем, и для чего мы, собственно говоря, каждый в своей области что-то делаем. У нас такая подходит частка першая до заканчення, і слово має ще старшиня правооборончого процедуры сна Олег Беляцкий. Ну, заканчивание у нас уже заканчивание проекта. Я хотел бы притягнуть эту тему. Раскопки были так само проводились официально в 97 году. 88 год первые раскопки, які показали жахливую правду про куропаты. Потім возбуждалися по запитах комуністичної партії, проводилося некілька проверок. І в 97 году врешті провели ще одні раскопки, які знову показали, що розстріляні були всі, да, у довоєнний час, і навіть встановлені дві особи по записах, там, по надрапаних записах, ось, я вже не пам'ятаю деталі, ось, які самі походили з Гродно, це люди, ось, їх розстріляли вже в 40-му году. Довольно куропата. І так само, а де парочки після перших розкопок і після других, ми не маємо відказу на це. Їх же ж назад не привозять. Ми не пам'ятаємо, як цих людей, які відвозили на ідентифікацію цих парочків, а потім їхні парочки привозили назад. Не було цього поховання. А де вони? Їх викинули. І вони лежать десь в скринях, не ведаю, десь у яких там погребі у яких. Ось, і що це? От ще одне питання, на яке, думаю, нам треба буде відказати, все-таки отримати відказ, ось, тому що там сотні, достали парочки сотні людей, перший і другий раз. Це не 10 чоловік, не 1 чоловік. Ось, і мені з усієї цієї серії, ось, коли ми з Поліною вибирали фотоздимки для цієї вистави, а тут, до речі, більша кількість фотоздимків, коли ви бачите, мільгає, і сапраўды сотні відомих людей, тут яких нема, ми підписали, тут які є, ну, яких ми познали, розпитуючися, хто той, не всіх ми тут відомо ведаємо, ну, ведаємо тих, кого там хтось пам'ятав з удзельників, з того часу, скажімо. Мені найбільш запомнився здим, ну, якби так закранув здимок, ось один з перших, там, коли крижі несуть молоді хлопці. І вони ще студенти, вони так само активісти молодзевих, як тоді казали, неформальних організацій, це Ігор Лобасевич, а другі, там Олесь прозвище, я забув, там не написано прозвище. І вони тоді були студентами. Пройшов некий час, і з цим Ігорем я зустрівся сьогодні весною в Чикаго, він святар. І він католицький святар, він висвітився на уніатське святара, і зараз працює для Рима-католиків. А другі – протестантський святар. І він так само став през некий час протестантським святаром. Ось коли вони несли ці крижі, вони були студенти. Вони ще не ведали, ким вони будуть през 5, през 10 років, як складеться їхній льос. І вони обидва зараз працюють як святари. Ось. І мені подається це символічно, бо місце Куропатова – це те місце, яке об'єднує нас усіх, незалежно від вірозвання, від наших поглядів, від нашої національності, там поховані люди різних національностей.
Это огульное святое место для нас. Ну и на этом сябры дзякуем, что пришли на встречу. И будем далей працягваць нашу увагу и увагу нашего громадства до Курапата. Дзякуем. Выставка закончилась, но на выставку можно прийти в любой день и посмотреть. Вот, собственно, фотографии. Эти фотографии были показаны на экране, они чередовались во время рассказа. Так, ну что, наверное, скоро мы будем заканчивать стрим, мероприятие заканчивается. Выстава находится улица Ложинская, 16, это станция метро Уручья. Но организаторы говорят, что выставка будет ездить по Беларуси, и она посетит разные города. То есть следите, это будет мероприятие в разных городах. Сейчас она, по-моему, до 14 июля будет находиться выставка здесь. Это Ложинская, 16, помещение 404. Как она, правов человека, территория правов человека. Там находится выставка. Ну что, все добре. Бог порадует. Всего плохого. Как впечатление по поводу выставки? Живе. Как посмотрел на фото борцов тогда и сейчас? Столько времени прошло, мало что изменилось. Все продолжают давить, хотят уничтожить Курапаты, хотя уже, казалось бы, Савка уже 30 лет. Справа в тым, што знешкодзіць на данный момент гэта практычна ў іх атрымліваецца. Будованы кабак, зараз выставачны цэнтр, пасля пашырэння дарогі. У дальнейшем будучыні мы можем страціць. Вы паглядзіце, колькі выходзіла тады народу, а колькі выходзіць зараз. Зараз, сотня можа набярэцца, а тады тысячы, вялізныя колонны. В чем дело, как ты думаешь? Почему тогда, казалось бы, тоже совок, тоталитарная система, выйдешь, там все, конец себе, но люди выходили. 89-й, 90-й этап, когда нечто змянялось у людей, цікаўленасць была. Зараз есть интернеты. Человек недзе читае, камусьці не цікава ідці даже поглядзець. А тады як-ніяк свядомасць прачнулася і люди повыходили. Зараз зусім все по-іншаму. Как это закрыть проблему? Як казаў, запамятаў, нехта казаў мне, што калі зменім уладу, тады яго зачынім. Стакевич. Да, вроде Миколай Викторович. Ну, справа в тым, што я размаўляў з адным чалавекам, ён вельмі знаёмы, добра знаёмы, сябрую добра з Леонидом Лейбовичем Зайдасом. І ён сказаў, здесь укладзены вялізныя грошы, таму вы нічога не даб'ецеся. Ну, а другі варыянт, які ён мне яшчэ так намекнуў, што за імі стаіць чалавек, хіба, можа, два, можа, са спецслужбаў, якія будуць яму казаць,
колькі ён будзе працаваць, і калі яго зачыніць, калі яго зноў адчыніць. Я не думаю на ўсе 100%, што вось яго ініцыятыва такая, што вось я здесь адчыніў рэстарацыю, яна будзе працаваць. Тут ёсць людзі, якія стаяць за ім, и ему подсказывают. Сам Лукашенко сказал в марте, что кабак будет работать. Ну, правильно, потому что он мае ад этого нешта. Ён готов все подтвердить, все, что супраць Курапатова, супраць оппозицию, он готов все подтвердить. Это ж Лукашенко. Я упевнений, если бы там стоял бы, например, БРСМ и Беларусь, он бы сказал, что это дрэнно, и это кабак бы зачинить. А когда там стоит партия БНФ, Молодый фронт, это уже дрэнно. Куда же там возьмется БРСМ? БРСМ, я так, я поверхностно так сказал. Ну да. БРСМ уборки настраивает, кстати говоря, да. Убирает Куропатова. Немає таких БРСМовців. Це чоловік на папері, а що яны робять. Я, наприклад, ось скільки живу, я ні разу не бачу якусь ініціативу від БРСМ. Ніяку акцію їхню, ніяку там движуху, історичну, культурницю. Они сами марионетки, то есть им говорят, они не инициаторы, они исполнители. Я там, им говорят, они делают. Разумею, там провели пикет свободу політв'язні, там ми молодофронтовці зустріли Путлера ось, добрими лозунгами, а з їх ніякого накерунку, вони навіть за свого пахана Лукашенко не газують. Так им команду не дали, зачем? Они не видят никакого смысла в этом защищать его. Будет кто-то другой, и хрен с ним всем Лукашенко для них, и без разницы. Там ось така ситуація. От здимки ті часи, коли я народився, тільки народився. А Синон уже змагался тогда за нас. Живем Беларусь. Ну а что ты скажешь? Я скажу, что все добре. Мне все сподобалося. Люди виступили, розповіли цікаві речі про Куропати, про як стався цей шлях, як розпочався демократичний молодівий рух і не тільки молодівий на Білорусі. Ось, вельми цікаві здимки непосередньо. Побачив, що шмат людей, з якими я знайомий зараз, ще у той час виступали, виходили з протестом. Ось, і мені вельми приємно, що я видно таких людей. Ось. Так що цілком цікаво, приємно бачити, що все більше людей, все більше, скажімо, тим ліку і молодьому, тим ліку і нам відсталих людей. Зараз що там нове там для себе вже довідуються про Куропати, наогул про всю справу нашу в країні відбуваючуся на протягу цих 30 років незалежності. Так що все добре, з Богом, живе Білорусь. Живе! Так, ну вот. Значит, сейчас я взял комментарии у представителей Молодого фронта разных поколений. Денис Упанович мой ровесник, а Илларион Трусов в 2 раза младше. То есть интересно было послушать мнение борцов разных эпох, скажем так, людей, которые вот 30 лет назад стояли за Куропаты, тех, кто сейчас, скажем, его поколение там, и тех, кто является нашим будущим, вот как говорил. В целом, как бы, да, мнения сходятся, но отношение населения в общем меняется. То есть многие просто неинтересна тема Куропат. Тем более, что это опасно. Там, многие считают, что это опасно туда идти, что могут быть какие-то проблемы. Так как бы люди сочувствуют, но чтобы активно действовать, нет. Они считают, что это может закончиться для них очень негативно, что это может закончиться проблемами, и поэтому люди предпочитают, что типа, а ну так, лайк там поставить, такое. Ну, надеюсь, что, может быть, это как-то переменится. Также вы слышали, что Денис сказал о том, что там стоят определенные силы, люди из спецслужб и из правительства, то есть и деньги большие вложены, поэтому закрыть кабак очень непросто. В отличие от завода, он не отравляет воздух вокруг, и поэтому широкие массы людей, скажем так, они не готовы пойти, чтобы бороться против этого ресторана. Так, да, сталинисты были всех наций, но если посмотреть конкретно состав национальный, то ты увидишь, что все-таки одних наций было больше, других меньше. Но это не это суть. То есть для
это вообще разницы никакой не играет. Для меня важна идеология. То есть конкретно сталинизм, коммунизм — это вредная человеконенавистническая идеология. В том, что касается нации, я как бы никакого отношения у меня нет. И без разницы, какой там нации они были. Главное, что как бы это мерзавцы, а у мерзавцев нет национальности. Это отдельная такая национальность, скажем так. Так, вот, да. Тут большое зеркало, поэтому вы можете видеть, собственно, как я выгляжу, когда вот снимаю. То есть камера, в которую я, собственно, на которую веду стрим, и большая камера, на которую фотографирую. Примерно вот как-то так все это выглядит. Так это выглядят люди. Если вам интересно. Ну вот, народ потихоньку расходится, уже стало немножко меньше людей, люди ходят, осматривают фотографии тоже. Приходите на выставку, смотрите, как оно там было 30 лет назад, интересно. Если что, связь плохая, ну, как я говорю, какая есть тут связь, к сожалению, я не могу ее улучшить. Так что, если качество не очень, то уж извиняйте. Ну и шум тоже. Тут очень шумно, люди все разговаривают громко. Там на самом деле тоже огромные проблемы, что касается России. Там проблемы начались несколько лет назад в Карелии вместе с Сандермо, там где тоже большие расстрелы. Раньше постоянно представители власти посещали это место, а теперь туда в основном, говорят, только иностранные делегации приезжают и какие-то демократические силы. Это говорит о том, что власть явно коммунизируется и сталинизируется, и отношение меняется, к сожалению, в позитивном плане к сталинизму, и уже официальные власти не хотят воздавать почести погибшим людям там в Сандермохе. Так что там все тоже далеко не так прекрасно, как некоторые считают. Россия большая, и там, в общем, тоже далеко не все жертвы упомянуты, и не все как надо. Хотя, конечно, там получше в этом плане дело, чем у нас было раньше. Но сейчас все, как я говорю, меняется в свою сторону. По поводу Казахстана сказать не могу, я не слышал о том, как там дела захоронений. Но хороший пример, я думаю, больше это Прибалтика. Там осужден террор во всех странах, сколько я знаю, сталинистский, а не только нацистский. У нас, к сожалению, только преступления немецких и там, таких этих, итальянских, и румынских нацистов. А вот в Прибалтике и действия со стороны коммунистов тоже. Потому что, по моему мнению, коммунизм и нацизм — это как бы два сорта одного говна. Только когда мы осудим и совок, точно так же, тогда это будет. Там есть такие, как Дудь, он осветил эту тему, ну, конечно, есть, потому что там есть как бы рынок широкий, то есть есть больше профессионалов и больше как бы, людей, которые могут выдать какой-то продукт. Ну, Москва — это как бы тоже не Минск, там большие деньги крутятся, там дофига музыкантов, профессиональных режиссеров, и демократическое движение там побольше, потому что ну, как бы денег побольше. Там есть олигархи, которые недовольны Кремлем. У нас страна маленькая, и все зациклено на одного человека фактически, на Лукашенко. Поэтому у нас бюджеты очень маленькие, что касается как и даже госпропаганды, и у демократических сил там вообще все плохо. Говорят, даже в Литве рекламный рынок в 16 или 12 раз больше, чем в Беларуси. То есть, ну, где здесь быть, допустим, какому-то режиссеру, там, если не на Беларусь-фильме, ну, или там рекламу или клипы не снимать. У нас рынок гораздо уже, поэтому дела в этом плане хуже постоянно. И у нас обстановка немножко отличается. Ну что же, на этой прекрасной ноте мы заканчиваем стрим. И как кто-то уже ранее тут сказал, Беларусь!